Доброе утро на телеканалах Якутия-24, НВК Саха. Утро Якутии мы встречаем сегодня вместе с вами. Пятничный, радостный, с улыбкой. День 20 мая. Катерина Винокурова, Павел Танин. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня в ближайший час в нашей программе мы поговорим о том, какие направления отдыха этим летом будут популярны, куда и как отправить своего ребенка в лагерь и при этом возвратить часть средств, потраченных на отдых. Поговорим также о том, какой мед самый вкусный и полезный. Об этом расскажет гость нашей студии. Также узнаем, как научить домашнего питомца простым командам. Об этом уже расскажет нам кинолог. Приготовим вкусный завтрак, именно скрэмбл с ветчиной. Ну а в завершении нашего эфира вас ждет традиционный музыкальный клип. И все это, как уже было сказано, в течение ближайшего часа. Ну и, конечно же, не забывайте о способах обратной связи с нами. Во-первых, это номер телефона 8 914 273 4488. СМСки, мессенджеры присылайте свои, возможно, приветы, пожелания, поздравления или же, наоборот, идеи для тем каких-то, которые бы вы хотели увидеть в нашем эфире. Мы обязательно это все прочтем, по возможности, где нужно, прочитаем в эфире, а где-то возьмем, что называется, на карандаш и займемся, вероятно, разработкой этой темы и потом покажем сюжет или же позовем гостя в студию, который ответит на актуальные вопросы. Очень солнечное утро сегодня, по крайней мере, в городе Якутске. Что нас ждет днем, узнаем прямо сейчас. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 5-7 градусов тепла. В Заречной группе 4,7, в Южных 4,5 градусов, в Вилюйской группе 4,8, в Нижнеленских 6,8 градусов, в Западных 5,8. В Колыме-Дигирской группе -2, +11, в Янских -2, +3, на северо-западе -8, +2 градуса. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила 6 градусов тепла, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, ветер северный 2 метра в секунду. Сегодня днем ожидаем небольшой кратковременный дождь, ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 15-17 градусов. Достаточно тепло сегодня ожидают жителей столицы. Достаточно тепло, да. Теплая погода. Я, кстати, вчера наконец-то съездила, посмотрела подснежники, успела. Таки, да, ну, уже видно, что они увядают, так скажем. Уже да. отцвели. Заканчивается пора, отцвели подснежники. Ну, это ли не признак того, что лето вот-вот оно уже стучится нам в двери, звонит в звонок, а мы все не открываем. Чуть-чуть, и все. И начнется наша якутская летняя, короткая пусть, но все-таки жаркая погода, жаркое лето. Ну, о погоде сегодняшнего дня мы уже поговорили, примерно узнали, чего ожидать. И далее узнаем о том, какими же событиями запомнилась дата 20 мая. 20 мая – Всемирный день пчел и Всемирный день метеорологии. Также сегодня День Волги. Это одна из крупнейших рек не только в России, но и в Европе. Ее протяженность 3700 километров. 20 мая – Всемирный день травматолога. И сегодня стартует Гран-при Монако – этап знаменитой автомобильной гонки Формула-1. Первое ралли Монте-Карло прошло в 1911 году. По народному календарю, если сегодня дождливый день, то это к теплому сентябрю. 20 мая 1570 года в Антверпене напечатан первый в мире географический атлас. 20 мая 1742 года русский штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной оконечности Евразии – мыса, который позднее назовут именем путешественника. 20 мая 1873 года – день рождения джинсов. Тогда фирма Леви Страус & Ко получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. В 1942 году в этот день учрежден Орден Отечественной войны первой и второй степени и завершилась Керченская десантная операция советских войск. 20 мая 1557 года родился Федор I Иоаннович, русский царь, последний царь
из династии Рюриковичей. В 1799 году в этот день на свет появился Оноре де Бальзак, французский писатель. 20 мая 1916 года родился Алексей Моресьев, советский летчик, герой Советского Союза. 20 мая 1948 года родился Михаил Веллер, советский и российский писатель. В 1958 году в этот день появился на свет Алексей Гуськов, советский и российский актер театра и кино, продюсер, народный артист России. Именины в этот день празднуют Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан и Фадей. На улице все теплее, теплее, и уже прям мечтаешь о летнем отдыхе поскорее. Да, ну, в принципе, сезон уже начнется скоро. В конце мая уже многие планируют, куда поедут летом. Благо, большинство ограничений по ковиду снимаются. Однако, как говорят туроператоры, из-за авиасанкций, взаимного закрытия воздушного пространства России и западными государствами, перечень зарубежных пляжных курортов и экскурсионных направлений, доступных отечественным туристам с прямыми перелетами из России, сильно сократились. К примеру, для пляжного отдыха доступны всего 9 стран. Самые популярные, массовые из них — это Турция, Абхазия, Мальдивы, Шри-Ланка и Египет. Ну, думаю, что не менее достойно, главное, доступно, можно отдохнуть и в нашей стране. Действительно. Например, куда бы ты съездил? Я бы слетал на Марс, но это не, пока еще это временно не наша страна. А потом, я думаю, все-таки в Крыму, да. В Крыму я недавно не был, в Сочи на Черном Я море тоже на никогда море не бы был. съездила. Ну и, в принципе, говорят, очень неплохая вещь. Это Карелия, там очень красивая природа, и стоит всем там побывать. Однажды я и до нее доберусь. Да, ну вот, а куда летом отправить отдыхать своего ребенка? Сколько лагерей и где готовы принять школьников в Якутии и за ее пределами? Об этом будем говорить с нашим гостем. Это Александр Хабаров, заместитель начальника отдела Центра отдыха и оздоровления детей Сосновый Бор. Александр, доброе утро. Доброе утро. Да, в этом году, наконец, большинство ограничений, связанных с коронавирусом, сняли. Сколько лагерей в летний сезон готовы принять в Якутии детей и с какого числа начинается первая смена? Да, ну вот, как вы и сказали, то, что большинство ограничений снято по лагерям. Вот недавно вышло постановление Роспотребнадзора Российской Федерации, что лагеря уже прекращают работать в закрытом режиме, значит, разрешены уже выезды и массовые мероприятия на улице. В этом году планируется к открытию 537 лагеря с общим охватом около 37 тысяч детей. Из них это 20 лагерей палаточного типа, у нас 39 стационарных лагеря и 39 лагеря труда и отдыха. А вот что касается доступности и оплаты, есть ли на сегодня бесплатные лагеря для какой категории, да? И сколько вообще в среднем стоит сегодня детский отдых? Да, вот, ну вообще наши лагеря делятся на два типа. Это муниципальные лагеря и республиканские лагеря. Бесплатную путевку можно получить в республиканские лагеря. У нас запись началась 1 мая на портале образовательных услуг. Ну, сейчас, на данный момент, к сожалению, уже остались места только на 3-й сезон. Лагерь «Энергетик». А по стоимости путевок, средняя стоимость по Якутску, то есть в основном все лагеря находятся у нас здесь, именно в Якутске. Да, где-то около 30 тысяч рублей. Также вот с прошлого года работает федеральная программа по возмещению части. Как так называемый детский кэшбэк. Это возврат части около 50% возвращается вам на карту МИР, но не более 20 тысяч. То есть там есть тоже свои условия. Ну, по этой программе в прошлом году работало 15 наших лагерей. Было продано около 900 путевок. В этом году их количество такое же ведь. Но планируем уже продажа больше 1000. Ну, любой попадает под кэшбэк. Любой, да. Ну вот, что касается доступности
собственно, за пределами республики лагерей, если родители хотят отправить ребенка отдохнуть в лагерь за пределами республики? Где можно ознакомиться с информацией об этих лагерях, как туда попасть? И опять же, возвращаясь к кэшбэку, как воспользоваться этим кэшбэком можно? Ну, в этом году по линии Министерства образования планируется выезд 1449 детей. И вот впервые будет работать программа «Дети Арктики». Планируется выезд 300 детей из арктических районов нашей республики. Там путевка полностью бесплатная и проезд с районного центра. Также тоже по линии министерства мы договариваемся с Международным центром «Артек» и федеральными центрами «Орленок», «Океан», «Смена». Планируется выезд около 600 детей тоже по договору. Ну вот, что касается получения путевок в федеральные центры, родители сами должны зайти на их сайт. Там называется система АИС-путевка. То есть и внести туда свои данные. И также достижения ребенка за последние 3 года. Это грамоты, участие в олимпиадах. Тем выше уровень этих олимпиад, тем больше шанс, да, больше возможностей. Вот Центр «Сосновый Бор» занимается не только отдыхом, но и оздоровлением, да, реабилитацией после ковида. Реабилитацией. Расскажите. Ну вот с прошлого Как года попасть? у нас уже начинается традиционные как будто вот смены. Именно мы весной в основном их проводим. Это реабилитация после ковида детей. Туда попасть можно, ну, тоже по записи. У нас все сейчас, Заранее. да, заранее. У нас сейчас все идет по электронной форме, ну, тоже через портал образовательных услуг. А насчет объявлений, когда эта смена откроется, это можно узнавать на сайте Соснового Бора. Ну, вся вообще информация о выездах за пределы, о лагерях внутри республики имеется на портале Саха-отдых. детей.рф. Александр, ну и коротко, что бы вы пожелали родителям? Ну, мои пожелания, то что вообще нужно думать о детском отдыхе заранее. Заранее. Да, это примерно, вот вообще весь ажиотаж у нас начинается где-то апрель месяц. То есть вот 1 мая мы открыли, и примерно через час уже на первой смене мест не было. В общем, нужно заранее ко всему Всё этому заранее, Да, готовиться. поэтому, да, успевают еще родители на 3-ю смену попасть, да, спасибо, Александр. Ну а прямо сейчас мы прервемся на короткую паузу, после которой продолжим вместе с вами встречать это утро. Доброе утро, вы смотрите новости. Теплая погода и подсохшие улицы заметно активизировали особую категорию участников дорожного движения – велосипедистов. С начала сезона под колеса автомобилей уже попали 2 любителя велосипедов – мужчина и подросток 12 лет. Кроме того, статистику дорожных происшествий дополняют средства индивидуальной мобильности, к которым относятся самокаты, гироскутеры, моноколеса и сегвеи. К этой же категории относятся всем хорошо знакомые роликовые коньки. Госавтоинспекция напоминает горожанам о соблюдении правил дорожного движения, призывают уделять особое внимание элементам защитной экипировки. Хотелось бы от имени Госавтоинспекции напомнить всем водителям мототранспорта, всем велосипедистам, что нужно соблюдать правила. Родителям нужно, прежде чем купить ребенку велосипед, нужно открыть правила дорожного движения, прочесть, изучить совместно с ребенком. И только после этого подарить или купить ребенку этот вид транспорта. Потому как это двухколесный вид транспорта, это самый опасный транспорт. Это все равно транспорт, а это значит уже скорость и опасность. Более 2500 студентов привлекут этим летом к работе в строительных отрядах. Студенты будут помогать промышленным компаниям. Также бойцов направят за пределы республики, в частности, на заготовку рыбной продукции. Однако большинство студентов в этом году намерены трудиться на строительных участках. Например, при проведении капитального ремонта в школах. За работу студенты получат зарплату от 30 до 40 тысяч рублей в месяц. Сейчас идет набор студентов. По последним данным, заявку подали
порядка 2300 человек. В городе Якутске появятся студенческие отряды мэра по благоустройству и ремонту объектов города Якутска на территории. Также наши педагогические отряды в количестве 100-150 человек поедут работать в лагеря детские. Сервисные отряды возобновили работу в этом году, будут работать в санаторно-курортных организациях, в гостиничном комплексе. Организованы специализированные отряды Северо-Восточного федерального университета. Ежегодно они работают, и в этом году тоже не исключение. Допустим, компьютерный отряд IT-старт по повышению компьютерной грамотности населения будут в большем количестве работать. Вместе с этим навигационные отряды будут организованы на базе Института водного транспорта, Житайского техникума. В минувшие 2 года в организацию детского отдыха серьезные коррективы вносила пандемия. И на это лето большие надежды возлагают как дети, так и взрослые. В Алданском районе наиболее массовым направлением останутся пришкольные площадки дневного пребывания. В 2 смены будет работать Томодский лагерь «Берег дружбы». Ожидается, что этим летом организованно отдохнут более 4000 школьников. Родители, чьи дети выйдут на отдых за пределы района и республики, смогут получить компенсацию. Уже утверждена программа летнего оздоровительного отдыха детей. На территории Алданского района будет открыто 19 летних площадок при образовательных учреждениях. И после 2-летнего перерыва начнет свою работу летний оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания детей «Берег дружбы». Летние площадки у нас открываются с 1 июня, а первый сезон на «Береге дружбы» начнется с 20 июня. Доброе утро. 20 мая на календаре. Вы смотрите «Утро Якутии». Да, выходные приближаются, выходные – это отличная возможность поучиться чему-то новому, что-то новое для себя открыть, потому что вообще жить на полную катушку и учиться новому никогда не поздно. И это можно, кстати, сказать о жительнице Красноярской Галине Тереховой, которая в свои 80 научилась кататься на таком модном сейчас сабборде, разновидности серфинга. До того, как освоить сабборд, Галина Терехова сплавлялась на байдарках, поэтому держать равновесие на воде как раз помог этот опыт. А свой рисковый характер и выносливость, несмотря на возраст, она объясняет тем, что родилась в непростые военные годы. Дата рождения 21 июня 1941 год. Ой, 22-го. Известна вам эта дата? Отца забирают в армию, на фронт. Моя сестра старше меня на 11 лет. С дядькой садятся, читают газету и находят там какую-то Брунгильду, антифашистку, казнили. И меня назвали Брунгильдой. Вот так вот. С этим именем я пошла по жизни. Популярную доску с веслом пенсионерка оседлала недавно. И пока, как она сама признается, держится не совсем уверенно. Там инструктор пытается меня поставить, чтобы я стоя. Я 5 раз упала. И до сих пор еще не могу стоять. А с нами была сестра младшая моего мужа. Она выросла на линии. Ей 75, мне 80, ей 75. Она с первого раза становится и стоя плывет. Вот как Надежда плавает. И стоя плывет. Но, несмотря на мандраж, Галина каждые выходные упорно встает на сабборд. Я ждала этого решения, потому что понимаю, что достаточно просто, и у нее это все получится. Поэтому у меня не было сомнений, что она даже встанет и будет грести. Главное, чтобы, да, чуть-чуть меньше было времени посвящено, а больше чуть-чуть спорту. Соответственно, надо почаще ходить на воду. Кроме байдарки и сабборда, 80-летняя женщина увлекается катанием на коньках и лыжах, а также на велосипеде и электросамокате, доказывая всем, что и в таком возрасте можно успешно заниматься активными видами спорта. Отличный пример. Отличный. Никогда не поздно Да, начинать заниматься чем-то новым. Мне так особенно вообще воодушевился этой женщиной, потому что я, признаюсь честно, я даже на лодках моторных боюсь плавать, а тут прям оп и поплыла.
Мне кажется, вот у нашей героини, да, это же все равно своего рода такая физические нагрузки, да? Ага, и вот я думаю, что много среди нас таких, чье утро начинается как раз-таки с зарядки или прогулки, пробежки. Надеемся, что много. Но если прогулки можно отменить, если, допустим, погода какая-то неподходящая, слякотная, дождливая, то для владельцев собак утренний и вечерний мацион, как правило, неизменен при любой погоде. Да, хозяевам с питомцами надо вставать рано и быть особо терпеливыми, особенно если кошки или собаки еще маленькие и невоспитанные. А как быстро и правильно научить простым командам своего питомца, посоветует наш кинолог-инструктор. Доброе утро, дорогие зрители! Сегодня мы с вами разберем команду «Место». Для места берем любую вещь, чтобы обозначить. Берри рядом. Рядом. Собачка укладывается на эту вещь. Берри место. Положили, дали кусочек. То есть, прежде чем выполнять команду «Место», собака должна освоить команду «Лежать». На команде «Место» кладете вещь, говорите «Место», и можно вспомогательную команду «Лежать» дать первоначально. Вот собачка лежит, а вы ее постоянно кормите. Говорите «Место» и кусочек прямо на саму вещь. Хорошо, молодец. Место. Хорошо, молодец. В прошлый раз мы с вами проходили команду «Ко мне». Сейчас мы собаку подзовем и потом покажу, как отправить ее на место. Берри, ко мне. Рядом. Да. Берем кусочек лакомства, опускаем руку с едой ближе к земле, показываем собаке, куда надо идти. Берри, место. Приводим, обводим и кладем на место. Да. Молодец. Команда «Место». И закрепляем лакомством прямо на саму вещь. Место. Хорошо, молодец. Умница, хорошо. Потом вам эту вещь нужно забрать. То есть я отхожу на расстояние, это называется выдержка. Собака лежит на выдержку. Возвращаюсь к собачке и забираю предмет. Левой рукой беру собаку за ошейник, лежать. Правой рукой беру за вещь. Команда «Рядом». И сажу собачку рядом. После чего хвалю. Молодец, хорошо. Умница. Рядом, Берри. Да. Угу. Еще раз. Место. Да. Дали еду. И забираем. Рядом. Посадили. Да, молодец. А на сегодня у нас все. Всем доброго дня. С собакой погуляли, на пробежку сходили, зарядку сделали. Теперь самое Я время себе подумать. Да, для завтрака. Доброе утро, друзья! Меня зовут Исмаил. Я являюсь шеф-поваром ресторана Kitchen, и сегодня мы будем с вами готовить вкусный полезный завтрак с крэмбл, ветчиной и вялеными томатами. Для этого нам потребуется уже заранее обжаренный тостовый хлеб, 2 яйца. Яйца нам нужны для того, чтобы мы приготовили с вами скрэмбл. Для начала мы просто взбьем яйца. Заранее начнем греть плиту. Тщательно мы взбиваем наши яйца, добавляем туда соль, перец. А главный ингредиент, секрет нашего завтрака – это любовь. Мы добавили любовь, капельку растительного масла, примерно 30-40 грамм. Много масла не нужно, чтобы завтрак у нас получился полезный, чтобы мало было калорий. Пока наша сковородочка нагревается, мы будем формировать нашу тарелочку. Тостовый хлеб мы разрезали на треугольники, поставили и начнем обжаривать наши яйца. Яйца нужно постоянно помешивать, чтобы они превратились в комочки такие. Обязательно нужно промешивать, потому что если пригорит, не очень вкусно будет. Будет отдаваться немножко гарью.
Вот такая у нас болтунья получилась. Все, убираем в стороночку. Затем мы берем, смазываем наш тостовый хлеб уже заранее подготовленным соусом чимичури. Соус чимичури готовится тоже быстро. Вся зелень через блендер пробивается, какая у вас есть. Добавляется также соль, перец, чеснок, растительное масло. И вот наш соус чимичури готов. Вот так тщательно прям добавляем, потому что зелень, она тоже полезна. Затем выкладываем это все на наши блюда. Вот так аккуратненько. У меня не аккуратно получилось, но надеюсь, у вас аккуратно получится, потому что такой своеобразный будет завтрак. Вот так аккуратно мы сделали. Затем ветчину мы нарезали слайсом тонким. Такую розочку мы приготовили и добавляем наши вяленые томаты. Потому что вяленые томаты, они будут сопровождаться с этим скрэмбл, с этой ветчиной. Будет прям изумительно. Они подходят друг к другу. Очень вкусный такой красивый завтрак. Этот завтрак у нас занял 5 минут. Готовый. Приятного аппетита! Аппетитно. Очень. Очень. Захотелось кушать. Кушать захотелось, да. Да, но я обязательно, наверное, завтра приготовлю что-то подобное или послезавтра в выходные. А вот в туристическом варианте, мне кажется, это блюдо наверняка выглядело бы намного проще. Туристы сварили, вот, кстати, куриное яйцо в термальном источнике у подножия вулкана Баранского на острове Итуруп. На кадрах видно, как мужчина опускает рыболовный скачок в кипящую воду, а девушка чистит сваренное яйцо. По информации СМИ, термальные источники представляют собой кипящие озера с кислой водой и температурой около 100 градусов с безобидным названием «Голубые глазки». Территория вокруг пропитана характерным запахом серы. Из-за водородного показателя жидкость относится к сильным кислотам и при соприкосновении с телом может оставить термический или даже химический ожог. Осмелился бы сварить там так завтрак? Кушать захочешь и не такое сделаешь. Не такое сделаешь, да. Ну, а мы лучше уж предпочтем, да, что-то более безопасное и полезное, к примеру, чай с медом. Да, и так как сегодня еще и день пчел отмечается, мы пригласили в студию опытного пчеловода, чтобы узнать, какие виды меда бывают и какой из них самый полезный, а также чем якутский мед отличается от привозного. Да, у нас в гостях Евгений Поличко. Евгений, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Вы один из опытных пчеловодов нашей республики. Что вообще показывает ваш опыт? Насколько перспективно и рентабельно заниматься пчеловодством, продажей меда в республике? Ну и перспективно, и рентабельно, потому что каждая семья дает в среднем за сезон от 20 до 40 килограмм меда, при наших ценах от 1000-1500. То есть это где-то 40-60 тысяч. В среднем мы берем максимальный вариант. Ну и рентабельно это в году это занимает 5-6 месяцев, 6 месяцев отдых. Поэтому все это нормально при нормальном подходе, при правильной подготовке, при обучении. То есть можно всем этим заниматься и нормально иметь и доход, и хороший продукт. Евгений Леонидович, сегодня достаточно так много, да, пчеловодов в Якутии, мы постоянно слышим разные имена. А вот когда вы начинали, сколько было человек? Я когда начинал, тогда были гаевые очеретяне, но тогда еще и ни WhatsApp не было, и ничего такого не было. И я был в таком информационном вакууме, то есть я маленько в интернете там у детей увидел,
где-то что-то, выписал учебное пособие видеопасека. Ну и вот с нее начинал. То есть там 10 фильмов, как бы я посмотрел. Совершенно случайно тоже здесь, в Якутске, нашел пчел. На Хаты-Нуряхе там тоже дедок, тоже в таком же вакууме находился, как и я. Прикупил у него сначала, ну а потом уже появился интернет, WhatsApp, и как-то через 2 года я обнаружил, что я здесь не один, оказывается, в Якутии, что есть еще люди. Ну и вот это постепенно стало развиваться. То есть современные эти методы связи помогли. Доступ к информации, конечно, Да, самое важное, да. Вообще, какие виды пчел бывают? И, ну, говоря, если, допустим, про привозные какие-то популяции, они как хорошо адаптируются к нашим условиям? Может быть, они в процессе адаптации для себя что-то там, какие-то новые вот эти И открывают? вообще отличаются ли они от якутских пчел? Нет, ну, пчел вообще 21 тысяча видов, поэтому, ну, в данном случае нас интересуют пчелы именно общественно, то есть апис меллифера, которые зимуют семьей, и которые, соответственно, на зиму запасают себе корма. Потому что есть пчелы, которые в тропиках живут, они ничего не запасают. Они прямо с колес питаются, потому что у них круглый год есть Не пища. думают о будущем. Да. И у них как такового меда запасов нету. Но вот апис меллифера, ну, то есть несколько пород здесь, скажем так, европейских. Ну, они есть разные по месту происхождения. То есть есть кавказские, там, кубанские, карника там, и так далее. Ну, одним словом, нужно сказать то, что для Якутии подходит самый оптимальный вариант – это среднерусская пчела, ну и дальневосточная пчела. Вот 2 варианта, потому что южные пчелы не могут здесь перезимовать, им 6 месяцев они не могут в зимовнике просидеть, погибают. Поэтому так, если упрощенно сказать, то есть нужно приобретать среднерусских пчел в дальневосточных. Это Хабаровский край и Амурская область. Ну, которые к суровым условиям более-менее... Да, это наши соседи. У них практически такой же режим времени, сезон такой же. Ну, там чуть подлиннее, у нас чуть покороче. Ну и когда сюда пчелы приезжают, то, собственно, они каких-то там особых признаков не приобретают. То есть у них остается все то же самое, экстерьер тот же. Ну, может быть, черты характера со временем изменятся на наших-то кормах. Ну и все. А сколько видов меда выходит? Ну, видов меда, то есть виды меда определяют их по содержанию пыльцевых зерен в меде. То есть это лабораторный анализ проводится. Ну и то есть их, собственно, количество, ну, практически как это, не ограничено. То есть есть мед, если сельскохозяйственные взять такие, допустим, с гречихи, из больших посевов, там, такой, сякой, из подсолнечника, липовый, там, дягилевый и так далее. То есть, ну, какое преимущество, то есть 60% пыльцы, которая будет в меде при анализе, значит, так и называется. Ну, либо называется общим словом, если нет никакой преобладающей пыльцы, называется, значит, разнотравие или цветочник. Ну, а якутский мед отличается от привозного? Чем отличается? И как вот можно потребителю распознать, определить? Ну, якутский мед, как сказать, меда они все одинаковые практически. Но якутский мед отличается больше биологической активностью. То есть она исчисляется там в единицах ГТ. Ну, то есть это способность меда растворить там определенное количество крахмала. То есть, ну, у северных медов, ну и якутского в частности, большое диастазное число. То есть это 40-50 единиц. У южных медов оно, значит, послабее, 20-30. Ну, а так, визуально и, скажем так, на вкус, ну, мы не можем никак. Без разницы, да? Да, мы не можем определить, что это именно якутский или не якутский. Даже вообще тут, даже более, я скажу, что даже мы можем и не отличить, там, что мед ли это или фальсификация, потому что это сплошь и рядом, даже в пчеловодных развитых державах постоянно эти скандалы возникают. То там обнаружат фальсификат, поэтому это такое дело. Ну вот, кстати говоря, про фальсификаты, думаю, имеет смысл спросить, а как отличить вот в момент покупки меда, возможно ли отличить настоящий мед от ненастоящего? Нет, ну это отличить невозможно, потому что там вот даже эти сейчас делают такие инвертированные сиропы, то есть там такие... Нынешние методы фальсификации, они отличаются от старых. Раньше там кирпич толченый добавляли, манку, там муку, ну, чтобы общая масса была больше. Но это совсем уже топорная фальсификация. Сейчас на такое не идут. Сейчас есть гораздо сложнее, как с одной стороны, и менее проверяемые способы такие, что не подкопаешься. Поэтому
единственная гарантия того, что это вообще будет медом, или там даже сказать мед якутский, то это только напрямую с пчеловодами. А как правильно употреблять мед? Есть же какие-то определенные правила? Говорят, что нельзя, к примеру, растворять в горячей воде, что какие-то вредные... Если так сказать, что обзаботиться именно тем, чтобы получить пользу от этого, то нужно, ну, допустим, каждое утро там, по чайной ложке под язык ложить и просто рассасывается. Вот, там, за 2-3 минуты рассасывается. По чайной ложке каждое утро? Да, каждое утро. Ну, а то, что в горячую воду или в горячий чай опускать и размешивать, ну да, это не есть хорошо, потому что все-таки теряет свои какие-то свойства он теряет, полезные. ну, все там аминокислоты, ферменты, витамины и так далее, они же предназначены, как в природе, там, в гнезде температура 36 градусов самая большая, то есть до 36 градусов все эти вещества живут, или до 36, или вниз там до нуля и ниже, то есть они остаются в неизменном виде. Если мы их бросаем в горячий чай, соответственно, они свариваются, расщепляются и так далее, там всяческие фурфуролы возникают, ну, там страсти нагоняют, вот, фурфуролы, опасно употреблять, ну, это тоже преувеличение, потому что, опасаясь их в меде, мы их с таким же успехом едим во всяких кондитерских изделиях и так далее, то есть просто распадается. Все, и получается это кондитерский сладкий продукт, просто как сахар. Без пользы, как таковой. Да. Но расскажите о своих пчелах и вообще, как они себя чувствуют, уже проснулись ли, готовы к новому сезону, и какой урожай, может быть, планируете на этот год? Ну, пчелы хорошо себя чувствуют, перезимовали нормально в этом году. На улице они уже с 10 апреля, то есть пока еще по холоду их выносят. Ну, сейчас вот уже последние дни температура выше 10 градусов, то есть активно они летают. Пытаются искать, ну, стальников несут первый взяток, то есть там есть пыльца на стальниках, вот эти, которые почки-то эти рыженькие есть. Оттуда первый нектар, первая пыльца. То есть развитие идет, ну, сейчас задача до июля развить большие семьи, и в июле будет главный взяток, и там будем посмотреть, ну, а урожай сильно зависит от погоды и от всяческих этих, ну, в районе 20 килограмм, я думаю, не менее. Ну, а насчет более, ну, будем посмотреть. Ну, если вот говоря про погоду, в двух словах, какая погода пчелам все-таки предпочтительнее? Ну, не менее 10, ну, и, скажем так, где-то 20-25 такой вот, как бы, умеренный. Комфортное тепло? Да, комфортное тепло. Евгений Леонидович, спасибо вам огромное, что пришли к нам этим утром. Мы желаем, чтобы пчелки ваши больше меда дали. Да, чтобы погода была хорошая, соответствующая. Большого, хорошего урожая. Спасибо. До свидания. Ну а теперь о культуре. Не хлебом единым. Под таким названием в столице республики стартовал уникальный историко-культурный проект. Автобусные экскурсии, где участники не просто слушают рассказ гида, а с головой погружаются в историю города. Об иммерсивной экскурсии в материале Ивана Лазаренко. Возможность это уникальная, узнать малоизвестные факты из жизни города Якутска появилась у жителей и гостей столицы. Причем узнать эту историю можно будет сквозь призму минувших лет, десятилетий, а то и столетий. И узнать ее не просто так, а из первых уст от людей, которые были живыми свидетелями этой истории, а может быть и ее творителями. В Якутске стартовал уникальный историко-культурный проект «Иммерсивные автобусные экскурсии не хлебом единым». Здесь участники не просто слушают рассказ гида, а погружаются в увлекательное, динамичное действие с головой. Ведь о малоизвестных страницах истории города рассказывают сами герои прошлых лет. Иммерсивная экскурсия – это не просто, когда гид рассказывает «посмотрите направо, посмотрите налево». Это такой тур, когда люди погружаются в историю, когда они слышат голоса этих персонажей исторических, когда они участвуют в действии. Наш тур, он как раз погружает в ту историю, которая полна героизма. Каждый участник экскурсии получает шумоподавляющие наушники, которые создают эффект полной погруженности в происходящее. Гид тоже присутствует, но он не мой персонаж, перевоплощающийся, меняющий образы и ведущий группу от пункта к пункту. Экскурсии у нас не просто вот аудиоспектакли, которые люди слушают, это еще экскурсии с вещами. Когда гид что-то показывает, что-то делает, дает попробовать, люди дает подержать, например. Например, вчера у нас состоялась премьера экскурсии «Товарищи ученые», где вот я дал подержать людям, экскурсантам, каучук.
который синтетический каучук, который изобрел ученый Кондаков, который родился в Вилюйске, например. Тур «Не хлебом единым» повествует о людях, которые, отдавая частичку своего сердца и тепло души, согревали наш город. Эти люди спасали попавших в беду, совершали подвиги, жертвовали состояние для того, чтобы кому-то стало лучше. Кто-то из них отдал жизни, кто-то дожил до преклонных лет, но все они продолжают жить в памяти человеческой. Например, мы подъезжаем к памятнику Клавдию Красноярову. Тоже, может быть, люди знают, где он стоит, но мало кто знает, что это за человек был и что он сделал. А Клавдий Краснояров – это человек, который совершил такой же подвиг, как Александр Матросов. Но если Матросова знают все, вся страна, то Клавдия Красноярова не знают даже местные жители. А между тем он был не какой-то, не молодой такой паренек, который такой юношеский героизм, он кинулся на этот пулемет. Это был зрелый человек, которому, так сказать, было что терять. То есть это был такой мощный, осознанный поступок. И вот это мы пытаемся донести через свою экскурсию. На сегодня желающим доступны 3 экскурсии. Среди них как пешие, так и автобусные маршруты. В ближайшее время их количество увеличится до 6. Темы самые разные. Например, об истории развития города от Острога до культурного, экономического и научного центра. Есть маршрут, посвященный отзывам великих людей, побывавших в Якутске. И многие другие. Иван Лазаренко, Семен Семенов, Якутск. 1 июня в Национальном художественном музее, как мы знаем, ожидается открытие выставки, на которой будут представлены экспонаты из Третьяковской галереи. И это не случайно. Коллекция музея ведет свою историю именно от Государственной Третьяковской галереи. Начиная с 26 года, в течение 3 лет, Максим Кирович Амосов обращался в музейный отдел Наркомпроса РСФСР с просьбой о предоставлении экспонатов для молодой республики. И благодаря его настойчивости Третьяковская галерея предоставила 27 экспонатов. И хоть коллекция небольшая, значимость и ценность ее придают такие имена, как Константин Коровин, Алексей Саврасов, Василий Тропинин, братья Маковские и Василий Полянов. Основой коллекции Национального художественного музея стали 27 произведений из фондов Государственной Третьяковской галереи, переданные в дар нашей республике в далеком 1928 году. Это образцы русской живописи XIX – начала XX века. И в год столетия СССР Национальный художественный музей решил по-новому преподнести и показать этот бесценный дар. Как заведено по традиции в старых русских избах, всегда был такой красный угол. Это самое почетное место, это самое видное, самое красивое место. И наша экспозиция, она тоже представляет собой такой условно красный угол, на котором помещены эти произведения «Бесценный дар» Третьяковской галереи. И, конечно, здесь можно говорить не только о стилях художественных, да, но больше, конечно, это история и история нашей страны, и история жизни самих художников. Вот эти истории заключены в эти багеты. И первая история – это будет художник, советский, русский художник Аладжалов Мануил Христофорович, который родился в 1862 году в городе Нахичеване-на-Дону в купеческой армянской семье. Учился в Ростове-на-Дону в художественном училище, затем переехал в Москву и закончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Удивительный художник-живописец, который за всю свою творческую жизнь дальше Подмосковья и Волги не выезжал. Он очень любил среднюю полосу России, центральную полосу России. И был очень работоспособным, и уезжал ранней весной, приезжал поздней осенью. Побыв немного в Москве, возвращался опять на пленэр. И вот многие друзья его говорили: «Манук, ты опять куда-то едешь?» Он говорит: «Я еду писать зиму». На что было замечание: «Так ведь зима еще не скоро». А он говорит: «Я боюсь опоздать, увидеть первый снег». Вот таким был удивительным человеком. И излюбленный мотив
это была деревенская российская жизнь. Вот в нашей в экспозиции тоже его небольшое произведение «Весна». Деревенский быт, это показано село. И вот он каждый раз по-новому, много раз переписывал один и тот же мотив, стараясь найти какие-то новые краски, новые звуки, новый аромат, вот это новое впечатление. И писал вот это тихие русские вечера, деревенские, такую вот особую какую-то деревенскую обычную жизнь. Его друг, знаток Москвы Владимир Гелеровский, так поэтически обозначил его творчество. «Ты прелести Кавказских гор сменил на лес, на Волгу, Нивы, на перезвон, на косогор, на наши русские мотивы». Очень познавательный экскурс в художественные произведения искусства. Ну а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы, им уже не терпится рассказать о последних новостях. Вы смотрите новости. Доброе утро. Актуальные проблемы международной повестки стали темой встречи зампредседателя Общественной палаты Якутии Натальи Кашперской с работниками Федеральной налоговой службы. Тема разговора – специальная операция на Украине. На сегодняшний день в налоговой службе республики работает более 700 человек. Из них на встрече присутствовали 110 сотрудников. В рамках патриотического воспитания сегодня мы пригласили заместителя председателя Общественной палаты Республики Саха-Якутии Кашперской Наталью Альбертовну и проводим обсуждение нынешних вопросов, то, что касается дальнейшего развития нашей страны и в целом раскрыть информацию, как все обстоит дело. Более 2500 детей получили целевой капитал «Дети столетия». Напомним, что в год матери в республике и в честь столетия Якутской ССР глава региона Айсан Николаев учредил целевой капитал. Все дети, рожденные с 1 января по 31 декабря этого года, получат по 100 тысяч рублей. На сегодня в республике родилось около 3500 детей. 120 семей уже воспользовались, то есть использовали целевой капитал «Дети столетия». Если сейчас анализировать основные направления, по которым они были использованы, то самые популярные два направления. Первое – это улучшение жилищных условий, а второе – это приобретение транспортного средства. А также по назначению люди могут использовать целевой капитал на семейный отдых и на получение высокотехнологической медицинской помощи. В детском саду Кынчаири села Бердигистяха в целях профилактики и восстановления после перенесенных простудных, респираторных заболеваний и укрепления состояния здоровья у малышей открыли соляную комнату. С помощью медицинской аппаратуры в комнате создается и поддерживается атмосфера, насыщенная испарениями солей. Специально привезенная лечебная соль из Кимбиндяя, расслабляющая спокойные мелодии и дизайн в виде космоса лечебно воздействует не только на органы дыхательной системы, но и успокаивает, что благоприятно воздействует на иммунитет и общее состояние организма. Также открыли комнату массажа. 8 воспитанников с диагнозом гипертонус и плоскостопие прошли курс массажа по полчаса в течение 10 дней. Как родитель мы очень рады, что в этом году в нашем детском саду открылись очень много развивающих кабинетов, такие как, например, соляная комната, массажный кабинет. И для родителей, которые не каждый год могут отвозить детей на море, это очень отрадно. На этом все. Хорошего дня. Хочу, чтобы город Якутск был не только красивым, но и комфортным, с доступной городской средой. Об этом говорит художник-дизайнер Кадана Игнатьева. На самом деле огромная команда сегодня трудится над преображением и развитием столицы республики. О своих успешных проектах и дальнейших планах Кадана поделилась с нашей съемочной командой. Мы не просто так находимся на фоне вот этого замечательного, всем известного, по крайней мере, жителям города Якутска мурала. Этот мурал нарисовала известная нам художник, дизайнер Кадана Игнатьева. И сейчас она вот рядом со мной здесь находится. Кадана, здравствуй. Здравствуй. Это Анна Лахчин.
Давай напомним эту историю. Вообще в рамках международных игр «Дети Азии» мы это сделали. И понимала, что здесь, по улице Кирова, будет большой поток людей, будет много участников, спортсменов ходить вот с площади Ленина к стадиону Туймады. Да? Поэтому здесь хотелось как-то облагородить вот эти общежития, они выглядели очень плохо. Вот, поэтому как-то вот идею сразу поддержали. Я сейчас вижу, и хотелось бы там немножко что-то подправить, что-то сделать, или, например, начать думать вообще через несколько лет, что с ними можно уже сделать. То есть мы обновляем рисунок, или можно полностью их поменять. Может, другие там художники могут порисовать, но это нужно уже думать с городом. Одним из последних реализованных проектов это были автобусы. Те самые автобусы красные, которые курсируют по городу, которые недавно официально были представлены. Расскажи об этом проекте. Совместно с командой сделали со студией дизайнер Лучан Арт, руководителем которой является Ростислав Павлов, дизайнер, очень талантливый молодой дизайнер. И вот совместно думали вообще, как можно оформить, сделали несколько эскизов, я свои эскизы, они подготовили, вот, и выбрали именно мой эскиз, утвердили. Рисунок в виде вот символа якутского календаря. То есть мы же хотели привязать это к столетию СССР. Этот рисунок был самый первый эскиз, который я сделала. Он был самым таким удачным, который всем приглянулся, можно сказать, изначально. Но очень много было вопросов насчет цвета автобуса. Да, почему? Вообще, да, теплые цвета, вот такие как оранжевый, желтый, красный, они греют человека психологически. А пожилым и людям с проблемами зрения очень сложно увидеть, но, оказывается, красный цвет, он виден более-менее. И это очень серьезно восприняли, и Иосиф Сергеевич сказал, что вот этот пункт молодежным сленгом триггернуло, и в итоге он решил поддержать идею. Хотела тебя спросить о твоих сегодняшних планах, над которыми, вот проекты, над которыми ты сегодня работаешь. Сейчас я работаю над оформлением дизайн-кода и брендинга Гсыха Туймады в Исхатыне. Плюс еще сейчас меня привлекли по работе мастер-плана города Мирный по брендингу. Брендинг – это фирменный стиль, это логотип города. Мне самой интересно делать не такие большие глобальные, а какие-то вот детализированные. Это, например, навигационные указатели, вот, разработка фирменного стиля. Конкретной основной работы у меня нету, но выступаю у многих консультантом, экспертом. Плюс еще... Такое, можно сказать, фрилансерство у тебя? Фрилансерство, но сотрудничаю все равно тут с управлением архитектуры. Ты везде и всюду. Да. Спасибо, что в своем графике нашла для нас время. Я желаю, чтобы все планы обязательно реализовались. Удачи, успехов, и я думаю, что мы еще с тобой увидимся не раз. Что же, вот такое пятничное утро, мы его встретили, мы вас провожаем дальше в этот светлый, радостный весенний день майский. Да, желаем, чтобы выходные прошли отлично, замечательно. Поедем все смотреть на ледоход, на природу. Может быть, успеем на подснежники, если кто-то еще не успел. Немножко время еще есть, поэтому успевайте, ловите теплые дни. Ну, а по традиции мы завершаем наш пятничный эфир музыкой. Всем хорошего дня. Jol wata mi
Колокола в сол путь